200 добровольцев из Тувы ушли кавалеристами на фронт в сентябре 1943 года. Конные атаки тувинского эскадрона были настолько стремительными и внезапными, что у гитлеровцев не было шансов. Из донесения командира дивизии: в боях за город Ровно эскадрон тувинцев, невзирая на сильный артиллерийско-минометный огонь противника, в конном строю с криком «Ура!» ворвался на железнодорожную станцию и обратил в паническое бегство немцев. Тувинцы участвовали в освобождении более 80 населенных пунктов на Западной Украине. Везу станции УВМ, боеприпасы вожу по подразделениям. Мои однополчане служат достойно, выполняют задачи, поставленные командирами, и не подводят наших предков. Приходится под минометным, под артиллерийским огнем восстанавливать связь. Делать это нужно, так как без связи нет управления войсками. Меня отец с детства учил быть мужественным, присягу давать жизнь на родине. Я уже присягу дал, и до конца буду служить по контракту. Но особенно я знаю своего двоюродного прадеда, танкист, герой Советского Союза, Помышко Чургён Намгаевича. Мне отец говорил каждый день: помни, твой прадед, герой Советского Союза, танкист. Гордись об этом. Украинцы пишут, говорят, что боятся меня. Пусть так и будет. Наши предки тоже раньше сражались на полях Великой Отечественной войны. Еще тогда вражеские солдаты боялись храбрых тувинских воинов, которых прозвали «Черной смертью». Мы идем по их стопам, продолжаем военные традиции тувинских добровольцев. Считаю, что заслужить звание Героя России – это не только моя заслуга. В этом знаке особого отличия есть заслуга моего народа, а также моих отважных боевых друзей. Однако детали рассказать не могу, так как это военная тайна.